Ассаламу алейкум. Приветствую зрителей программы «Неделя». В ближайшие полчаса расскажем о самых важных событиях региона за минувшие 7 дней. Список достопримечательностей Чеченской Республики пополнил старинный замок. В Грозном торжественно открыли историческое здание после масштабной реконструкции. Целый год специалисты трудились над воссозданием первоначального облика этого замечательного здания. Силовые подразделения поборолись за звание лучших на чемпионате по тактической стрельбе «Свои люди». За турниром наблюдал и глава республики. Эксклюзивная продукция от мусульманских брендов и производителей. Легендарный фестиваль «Венди Базар» открылся в сердце Грозного. «Венди Базар Виз Чечня» – это признание любви, культурному богатству и самобытности Чеченской Республики. Глава Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров вместе с соратниками совершил джума намаз в мечети имени Хамзата, да будет доволен им Аллах, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пятничную проповедь прочитал богослов Аслан Абдуллаев, который рассказал о любви посланника Всевышнего, мир ему и милость Аллаха, к своей умме. أسمت عصخر واترتي أولي خيت مؤمن استجن ديل يشنو ألا دال ملوا إيتين والبيغ مرنا دعان جوابلوش متج يلير إملوا إيتين والبيغ مرو دعان جوابلوش المتج دنيا شو عليه لا ير ألا شا وشو ألا ديل يشنو شا دال شين يلو دعان جوابلوش المتج آخر تندعتير آخر تحت دال شين يلو المتج شيء أمة يخردو شا دال شيء أمة حلقة دو خردو البخاري حديث حدينا وزي سيلاوش دال يلشن عليه الصلاة والسلام يوزري قاش дойлвой وزي سيلاوش دال تون شفاعتي قاش дойлвой. По завершении проповеди верующие выстроились в ряды и совершили пятничную молитву. Пребывание в мечети завершилось восхвалением Всевышнего. В кабинете министров республики кадровые изменения. Муса Дадаев, ранее возглавлявший сферу культуры, назначен на должность заместителя председателя правительства. Об этом стало известно на совещании главы региона, которое прошло в минувший четверг. Новую кандидатуру на вакантный пост пока не объявили. Этим, по поручению руководителя субъекта, займется вице-премьер Айшат Кадырова. Обсудили на встрече и другие темы. Например, успехи в сельскохозяйственной отрасли и в дорожном хозяйстве. Подробности в нашем следующем сюжете. Начинается совещание в Грозном с представления нового заместителя председателя правительства Чеченской Республики Мусы Дадаева. Глава региона отозвался о нем как об ответственном и преданном члене команды, основанной героем России Ахматом Хаджи Кадыровым. В республике дан старт посевной кампании. Никакого отклонения от графика нет. Все необходимое для работы имеется в наличии, отмечает министр сельского хозяйства. В этом году запланировано проведение работы на 61 дорожном объекте. Подрядчики и спецтехника находятся в полной готовности, говорит первый заместитель председателя правительства Чеченской Республики, министр автомобильных дорог Исатум Хаджиев. По федеральной дороге пригородные нехожие урбашбон, мискроил чужинаречи и промежуток и хожер и улешон, кизляй грозный хожер и улешон 10 километров. Масанха хападешки цани цали за проблемы с техникой белошпа поддержки шабики кичку. Благодаря высокому темпу социально-экономического развития республика показывает достойные результаты. Это видно даже по уровню безработицы в регионе. Когда были начаты работы, она составляла около 80%, а сейчас не превышает и 8%, подытожил Рамзан Хаджи Кадыров. Ислам Миршов, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя.
В Грозном завершилась масштабная реконструкция бывшего здания Грозненского нефтяного научно-исследовательского института. Здание, построенное в английском стиле, было частично разрушено в ходе военных действий, однако привлекало большое внимание жителей региона и гостей как арт-объект. После восстановления исторический объект может по праву считаться культурно-туристической достопримечательностью. Торжественную церемонию открытия посетил глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. Подробнее в сюжете Хавы Айдамировой. На торжественную церемонию открытия прибыл глава республики. Это по его поручению бывшему зданию Грозненского нефтяного научно-исследовательского института подарили вторую жизнь. А жителям и гостям региона грандиозный культурно-туристический объект. О масштабной работе по реконструкции гостям рассказал мэр Грозного Хасмагомед Кадыров. Масштабная реконструкция замка была начата после того, как соответствующее решение в ходе инспекции принял Рамзан Ахматович. В соответствии с этим был разработан план работы мэрии Грозного. Одной из главных задач при этом было сохранить изменения, которые могли бы нарушить его историческую ценность. Стиль здания остался неизменным. Все вмешательства, основные конструктивные элементы были минимизированы. Вместе с тем нам было важно, чтобы оно соответствовало современным требованиям безопасности и было удобным для посещения горожан и туристов. Сохранение исторических памятников и открытие туристических объектов способствует развитию регионального туризма, отметил Рамзан Хаджи Кадыров. Он также подчеркнул значимость данного объекта для культурного наследия региона. Сегодня мы открываем этот памятник истории и архитектуры после капитального ремонта и реставрации. Целый год специалисты трудились над воссозданием первоначального облика этого замечательного здания. Они постарались не только максимально сохранить историческую подлинность, но и обеспечить надежность его конструкции вековой давности. Теперь это еще одно украшение и достопримечательность Грозного. Уверен, что это место полюбится нашим горожанам и гостям столицы. Следуя заветам нашего первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, мы многое сделали для сохранения истории и культурного наследия нашего народа. Проделан колоссальный объем работ по восстановлению башенных комплексов и других объектов, доставлявших историческую ценность. В этом году мы делаем на этой деятельности особый акцент. Я благодарю всех, кто трудился над реставрацией этого замка. Желаю вам счастья, благополучия и всего доброго. Символизируя открытие объекта, вице-премьер Чеченской Республики по социальному блоку Айшат Кадырова бьет в гонг. После гости отправляются на экскурсию по территории замка. Особое внимание посетителей привлекает экспозиция ретро-автомобилей, которые подарил глава региона. О, интересно, человек разный, цвет аж разный, машины еще. О, баур. Шине аурю, дорожу. Дола, юха, едет машина. За один год проделана масштабная работа. Строителям удалось сохранить первоначальный облик здания и планировку. Частично использовали сохранившуюся мебель и предметы интерьера. На первом этаже здания расположена галерея, которая охватывает историю города с довоенного периода до наших дней. Уникальный исторический объект в виде замка, построенный еще в 1920-х годах, удалось восстановить при финансовой поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Сегодня здание является памятником архитектуры и культурным наследием города. С точки зрения нашей современной архитектуры, которую мы видим в центре нашего города, то, что такой объект есть сейчас на карте, то есть мы можем показать его, плюс это галерея, которую вы видите за моей спиной, то, что мы можем показать нашим туристам и даже жителям нашего города, я думаю, даже нашим детям, подрастающему поколению, что такая замечательная архитектура у нас в городе была. Да, у нас сейчас очень суперсовременная архитектура, но это наше прошлое, нам ни в коем случае нельзя его забывать, нам его нужно поддерживать, и на фоне как раз этого объекта можно показать, каким, к сожалению, была наша столица там в 90-е, 2000-е годы и к чему Рамзан Ахматович привел нашу республику за последние 10-15 лет.
Ночью, благодаря специальной подсветке и необычной архитектуре, объект завораживает. Помимо реконструкции самого здания, специалисты благоустроили прилегающую территорию. В Министерстве туризма уверены, что старинный замок станет еще одной визитной карточкой чеченской столицы. Хава Айдамирова, Имам Юсупов, Асхаб Керимов. При содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики. Неделя. Рамзан Хаджи Кадыров встретился с депутатом парламента Чеченской Республики Магомедом Ханбиевым и командирами спецназа «Ахмат». Они обсудили текущую ситуацию на линии фронта и предоставили отчет о результатах поездки в зону СВО. Командиры доложили, что бойцы спецназа «Ахмат» вместе с другими подразделениями добились значительных результатов на ответственных участках. В Грозном прошел финал республиканского фестиваля-конкурса парного национального танца «Нохчин-Хелхар-2024». Почетным гостем хореографического праздника стал глава региона. Все участники продемонстрировали высокий уровень мастерства. В ходе фестиваля вице-премьер Айшат Кадырова вручила высшую награду орден Кадырова Марит Байсаровой, директору Государственного академического ансамбля танца «Войнах», солисты которого одержали победу среди профессионалов. Второе место взяла пара из коллектива «Заманхо». Гран-при конкурса забрал Нохчо. Среди любителей лучшей стала пара из Шалинского района. Второе место за Курчалоевским районом, а закрыл тройку лидеров Департамент культуры мэрии города Грозного. Гран-при достался представителям Урус-Мартановского района. Указом главы Чеченской Республики за личные заслуги, связанные с развитием национальной культуры, выдающиеся достижения в области хореографического искусства, награждается орденом Кадырова Байсарова Марит Денеевна, директор Государственного автономного учреждения Государственный академический ансамбль танца «Войнах». Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. Шолзал меткяхан ансамбль «Заманхо», Баргашвили Ислам, Исаева Сабина. Первый меткяхан Усманов Исмаил Амаева Залина, Государственный академический кавалер ордена Кадырова, ансамбль танца «Войнах». Гран-при Якнашбу, Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» Магомадов Беслан Юсупова Амина. Machkachis della noche cultura mosso hour das uzin dona shinshelu chodona is nochchal bosh dol dwashditsin dona noche kultur bosh ditsin dona galdadra khaldon sundel eyatsadra dona har konkurs yer dona sundel son shude aldarts dona jamtans dona ده أدرسون بركلا علاش مثلا أقولي حرد بقي شات شو ده ساعتون بوخ بوزر بازر ما خدوه هو ده سردون. В Гудурмесе на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина прошли открытые соревнования по тактической стрельбе «Свои люди». В турнире участвовали 20 команд, представляющие силовые подразделения Чеченской Республики и других регионов страны. За зрелищными упражнениями наблюдал и глава региона Рамзан Хаджи Кадыров. 2 дня команды бойцов силовых структур Чеченской Республики и других регионов России боролись за победу в соревнованиях по тактической стрельбе «Свои люди». Соревнования прошли на базе Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Также в турнире участвовали сотрудники службы безопасности главы региона Рамзана Хаджи Кадырова во главе с начальником отдела Адамом Кадыровым. На данный момент мы уже перешли на 3-й этап. Сегодня уже 2-й день со дня соревнований. Сейчас за спиной у нас проводятся упражнения на броне. В соревнованиях приняли участие 20 команд, всего 10 видов состязаний, 2 из которых выполнялись в ночное время. В программе соревнований были предусмотрены задания по стрельбе из пистолетов и автоматов, а также оценивалось мастерство по тактической медицине.
Финальное и самое зрелищное упражнение соревнований – эстафета-дуэль. В ней приняли участие 16 команд, прошедшие отбор в предыдущих этапах. Посмотреть на финальный этап соревнований вместе с соратниками прибыл и глава республики Рамзан Хаджи Кадыров. В галерее участники уже наготове. Они стремятся показать максимально высокий результат и увеличить шансы своей команды на победу. Бойцы понимают, что каждый выстрел имеет решающее значение. На соревнованиях все упражнения максимально приближены к боевым условиям. Они разработаны на основе реального опыта инструкторов Российского университета спецназа, участвовавших в сирийской кампании в специальной военной операции. Отличился в эстафете Адам Кадыров. Благодаря уверенному владению оружием на протяжении всего состязания он выводил команду вперед. Первое место заняла команда службы безопасности главы Чеченской Республики Ахмад Сила. Она же заняла первое место в эстафете «Дуэль». На втором месте расположился отряд начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адама Кадырова «Дустум». Закрывая тройку лидеров, бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова, команда «Ахмад-1». Все команды были очень хорошо готовы, так как это уже не первый раз проводятся вот эти соревнования. Команды уже знают, к чему готовиться, знают наши требования и очень хорошо подготовились и показали очень хорошие результаты. После соревнований Рамзан Хаджи Кадыров поздравил участников турнира и поблагодарил их за проделанную работу. Руководитель Российского университета спецназа Байбетар Вайханов предложил назначить Адама Кадырова куратором университета, так как он тесно знаком с его деятельностью и отлично справится с возложенными на него обязанностями. Энергичный, он молодой, он работает. Глава республики Рамзан Хаджи Кадыров выразил свое мнение по поводу прошедшего турнира. Выступление всех 20 команд очень отлично, на высоком уровне. Когда мы начинали, у нас понимания вообще не было. Сегодня мы можем сказать, что у нас мировой уровень. Мы можем любую команду отправить на любые соревнования, отправить выполнять любые боевые задачи. Они показали хороший уровень. Я рад, что сегодня у нас есть такие хорошие специалисты. После прошла церемония награждения победителей. Первое место Ахмад Сила. Ахмад Сила! Аллаху Акбар! Российский университет спецназа имени Владимира Путина основан еще в 2013 году и за это время утвердил себя как уникальное военно-учебное заведение, готовящее элитных бойцов. Проведение таких масштабных соревнований тому подтверждение. Халимат Шахидова, Адам Яхьяев, Ибрагим Батаев. Неделя.
Лимитированные коллекции одежды и ювелирных изделий, арабские сладости и деликатесы из высокогорья. Все это и не только предлагает своим посетителям международный фестиваль «Венди Базар Визит Чечня», который открылся накануне в центре Грозного. Свою продукцию представили компании из 5 стран и 20 регионов России. Ярмарку, которая развернулась на центральной площади чеченской столицы, поделили на несколько тематических зон. Побывать в числе гостей восточной экспозиции посчастливилось и Халимат Шахидовой. Масштабное событие развернулось на центральной площади Грозного. Международный фестиваль «Венди Базар», который уже не первый год проводится в Чеченской Республике, снова вызвал широкий интерес как у участников, так и гостей. «Венди Базар Визит Чечня» – это признание любви, культурному богатству и самобытности Чеченской Республики, дань уважения современным предпринимателям, амбассадорам региона, которые формируют образ успешно развивающейся республики на мировой арене. «Венди Базар» уже 10 лет продвигает мусульманскую продукцию в формате маркетов и ярмарок. В этот раз на фестивале представлено 5 стран и 20 городов России. Экспозиция разделена на несколько тематических зон. Венди Базар – это отличная площадка для тех, кто хочет познакомиться с интересными стартапами, талантливыми брендами и популярными марками. Многие из них получили широкую известность не только в России, но и на международном рынке. В зоне фудкорта представлен большой выбор лакомств и деликатесов. Кондитеры московского ресторана «Адам» угощают посетителей ярмарки национальными арабскими сладостями. Мы сегодня приехали в Грозный с ливанскими сладостями из Москвы, так как хотели познакомить их с Чеченскую Республику. Так что мы выступаем сегодня. У нас огромный ассортимент из них с грецкими орехами, с фисташками, с разным видом этой бахлавы. Ждем вас всех. Гости ярмарки также смогли познакомиться с лимитированной коллекцией одежды, косметикой и аксессуарами. Представлены и благотворительные фонды. Один из них – Аль-Уму из Кыргызстана, который также оказывает помощь жителям Газы. Мы вместе были в Египте, также были на границе, помогаем народу Палестины, Газе непосредственно. И исходя из этой помощи, мы начали производить свою собственную коллекцию, которая называется «Палестина. Солидарность. Код Палестины». Это уже наша вторая коллекция с символикой, да, палестинского народа. Ярмарка в восточном стиле привлекла внимание не только горожан, но и гостей республики. Честно слово скажу, вот интересный город, прекрасный город, машаллах. И народ тоже добрый. Традиционно «Венди Базар» проходил в Москве с 2018 года и в Грозном. Организаторы уверены, что фестиваль даст новый импульс развитию предпринимательства в республике и поможет расширить ассортимент мусульманской продукции в других регионах страны. Халимат Шахидова, Юсуп Эжиев, Имам Юсупов, Аслан Висхаев. Неделя. В центре Грозного состоялся велопробег, приуроченный к открытию велосезона 2024. В нем приняли участие министр Чеченской Республики по физической культуре и спорту Иса Ибрагимов, заместитель председателя Совета безопасности региона Вахид Усмаев, а также любители активного отдыха. Ежегодно велосезон عيولا مزيليلش ذوقو دانا من ملاديوج أحمد سان وينس بيتش يقزون تندل هو بالإنيциатор تغن إيور. Участники велопробега проехались по центральным улицам Грозного, своим примером призывая граждан к здоровому образу жизни. На молодежь это в особенную очередь очень полезно, так как для организма на велосипедах кататься очень нужная вещь. Вот мне очень сильно понравилось, потому что мы группой ездили, коллективно. Чеченскую Республику посетили участники 7-го международного автопробега. Среди них представители стран СНГ, а также Центральной Азии, входящие в Межправительственный совет дорожников. Маршрут пролегает по городам России, Казахстана и Узбекистана. Сюжет об этом Дианы Хармуш. Участников 7-го международного автопробега встречают на границе между Ингушетией и Чеченской Республикой. Гостям продемонстрировали национальные песни и танцы, а также блюда чеченской кухни.
Участники автопробега проводят мониторинг дорог и обсуждают проблемы дорожной отрасли регионов, через которые проходит маршрут. Ключевую задачу в автопробеге выполняет передвижная лаборатория для диагностики автомобильных дорог. Она определяет текущее состояние дорожного полотна и его соответствие государственным стандартам. Мы сейчас от административной границы Чечни и Ингушетии направляемся в сторону Грозного. Это автомобильная дорога Р-217 «Кавказ». Она связывает, в принципе, все республики Северо-Кавказского региона между собой, проходит по всем республикам. В Чеченской республике общая протяженность федеральных дорог составляет 342 километра. В этом году еще планируем ввести строительство, в рамках строительства еще около 7 километров. Для гостей организовали торжественный ужин в ресторане «Бенефис». Дорожники обсудили вопросы, касающиеся состояния дорог в Чеченской республике, и попробовали национальные блюда. Главная цель автопробега – это, конечно, улучшение состояния международных транспортных коридоров относительно нашей профессии автомобильных дорог, сеть автомобильных дорог, международных, федеральных, и уменьшить количество барьеров на пути транспорта, на пути людей, чтобы меньше мы проводили время на границах у таможенников, у пограничников и быстрее перевозили грузы с одной республики в другую, быстрее доехали до своих любимых, до своей семьи и наоборот, кто-то к нам, друзья. Также в ходе ужина состоялось награждение сотрудников дорожной отрасли. Отличившимся работникам вручили международные кубки и медали. Дорогие друзья, я с большим удовольствием хотел бы передать 2 грамоты от исполнительного комитета СНГ за плодотворный многолетний труд в автодорожной отрасли и укрепление дружбы и сотрудничества государств-участников СНГ. Первую грамоту я хотел бы передать Тумхаджиеву Абубакару Бухаровичу. Я знаю, что нет, поэтому для большого удовольствия хотел бы попросить передать вам. И еще одна грамота, тоже за плодотворный многолетний труд в автодорожной отрасли, укрепление дружбы и сотрудничества государств-участников СНГ, награждается Тумхаджиев Иса Абубакарович. Следующая точка автопробега – Дагестан. Всего он продлится на протяжении 11 дней. Участники посетят населенные пункты России, Казахстана и Узбекистана, где и закончат свой путь в городе Хива. Диана Хармуш, Адам Арсанукаев, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Неделя». В Грозном прошел республиканский фестиваль корпоративного спорта. Его приурочили к Году семьи. Сотрудники министерств, ведомств, а также органов местного самоуправления соревновались в беге, шахматах и армрестлинге. О том, как проходил чемпионат, расскажет Диана Хармуш. Внимание! Более 60 команд со всей республики собрались, чтобы принять участие в фестивале корпоративного спорта. Перед участниками стоит непростая задача – набрать наибольшее количество баллов по всем дисциплинам. Впечатления, конечно же, хорошие. Как всегда, собрались серьезные, хорошие, крепкие ребята. Да. Жаль, просто у нас чуть мы не успеваем. Очень много ребят в одной категории. И из-за этого пришлось провести олимпийскую систему. Вот. Это такая, что один раз проиграл, вылетаешь. И дальше уже сильнейшие остаются и, так сказать, борются между собой. Я стал пока на левую третьим. На правую сейчас тоже за 3-е место буду бороться. Участники команд соревнуются в таких дисциплинах, как бег на 100 метров, армрестлинг и серия пенальти. Также им предстоит сыграть в шашки и продемонстрировать свое логическое мышление и смекалку. Самым волнительным моментом для команд стала серия пенальти по футболу. Ее оставили напоследок, провели после окончания всех состязаний, чтобы команды смогли поддержать своих спортсменов. Наступает ответственный момент подведения итогов чемпионата. Расчет результатов производится по олимпийской системе. Команда-победитель общекомандного зачета определяется организаторами чемпионата по наибольшему количеству побед и призовых мест по всем видам программы. Наша республика является спортивной, и глава республики Рамзан Ахматович Кадыров всегда на своем примере показывает, каким должен быть чеченец, всегда готовый, здоровым духом и телом. И поэтому данное мероприятие, оно опять-таки показывает и укрепляет дружественные отношения между ведомствами, министерствами,
И это очень радует. Сегодня, как вы видите, собралось больше 300 участников. Я думаю, что следующий фестиваль соберет еще больше участников. И сегодня участники получат массу эмоций. В общекомандном зачете победила команда Департамента образования мэрии города Грозного. برباير دعويج هرسا ميرا برياتيجي تي اوغر حلقه ويتقي شول ملدوج ايدوسن كيجي كان بريميريو تاق انس او اشترمتك شات عدد شات تخاش بيش عمواش دو تاق قي بيري Второе и третье места заняли команды Наурской спортивной школы номер 3 и Республиканского детско-юношеского центра физического воспитания, спорта и туризма. Общекомандный второй дуэль. Чуть-чуть не хватило для первого места. Оли футбол по пенальтям. Третий дуэль. Бег первый дуэль. Хотя дисциплина второй дуэль. Значит, общекомандный второй место. Чего дик соревнования шер хазадар. Также победителей и призеров во всех видах программы наградили кубками, медалями и дипломами. Диана Хармуш, Адам Арсунукаев, Ибрагим Батаев. Неделя. А у меня пока на этом все. Увидимся ровно через неделю и до встречи.